Мустафа Джемилев «Несокрушимый». Книгу с таким названием презентовали в Киеве. В издании собраны интервью, фотографии из личного архива, отзывы родственников и знакомых лидера крымских татар. Авторы книги – журналист Севгиль Мусаева и львовский активист Алим Алиев. Подробнее в сюжете. За эти годы этот человек остался собой. Попробуйте остаться собой, пройдя такие испытания и такие удары судьбы. Ну вот он такой, он железный человек. На написание книги ушло почти 2 года. Практически все время авторы издания следовали за Мустафой Джемилевым буквально по пятам. Много встречались с ними, они что-то записывали, вообще про житье все рассказывали. А потом она мне вдруг говорит, мы книгу будем писать. Я уже начал тревожно думать, что же я наговорила такое, если я все наговорила, она напишет. Но потом думаю, ладно, это пока книга, там это еще несколько лет. Но смотрю, несколько месяцев проходит, она говорит, презентация. Ну я жалел. Но я так пролистал, вроде ничего такого компрометирующего нет пока. Для книги такой тематики было необходимо выбрать правильный стиль и определиться, в каком именно жанре ее писать, признается Севгиль Мусаева. В силу того, что мы занимались не только работой, но и правозащитной деятельностью, и нередко как раз-таки с Мустафой попадали на разные мероприятия. И это легло и в основу книги, потому что изначально книга действительно задумалась как биографическая, но в какой-то момент мы поняли, когда ситуация в Крыму ухудшалась, и действительно, если вы обратите внимание, то там описана и динамика процессов, которые происходят в Крыму. В книге поднимаются серьезные темы, но авторам удалось увидеть всегда сдержанного Мустафу Джемилева в другом образі. Наприклад, ми також бачили, як Мустафа плаче. І це було під час перемоги Джамала на Євробаченні. І це насправді були сльози радості. Тому саме останній розділ цієї книги, він закінчується перемогою. Бо попереду в нас дуже багато ще перемог буде. Сама Джамала не могла пропустить такое событие и также посетила презентацию. Я дуже щаслива, що Мустафа був зі мною у Стокгольмі. Він мене проводжав нібито на сцену і вітав після перемоги. І я бачила, що в нього були мокрі очі. Він був дуже щасливий. Я ніколи його, мабуть, таким не бачила, щасливим. Ну, за останні, так би мовити, ці роки. Кроме депутатов и журналистов, мероприятие посетили люди, неравнодушные к ситуации в Крыму и крымских татар. Мне кажется, что это очень важное измерение истории. Когда мы рассказываем человеческие истории, мы становимся ближе и понятнее тем людям, которые, возможно, никогда не знали о том, что такое быть крымским татарином, что такое жить в Крыму, что такое пережить аннексию. Поэтому чем больше таких текстов появляется, тем более написанных профессиональными журналистами, такими как Севгиль и Алим, тем лучше для нас всех понимать боль друг друга. Уже в ближайшее время книгу «Несломленный» можно будет приобрести в книжных магазинах Украины. Елизавета Цареградская, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР.